Рада приветствовать вас, друзья! Пока мы работаем, учимся, отдыхаем, вокруг происходит много важного. Будьте в курсе последних событий, ближе знакомьтесь с людьми неординарными. Это программа «Ничего личного». Сегодня вас ждет много интересных открытий и, надеюсь, столько же приятных минут. А у нас, как всегда, есть масса актуальных вопросов, очень интересные, долгожданные гости. Мы с удовольствием представляем вам Александра Ивановича Танюшкина, президента-основателя Федерации Кёкусинкай России. Здравствуйте. Здравствуйте. А также Алексея Владимировича Кондратьева, главу города Тамбова. И, конечно же, человека, который очень большое внимание оказывает развитию каратэ Кёкусинкай в Тамбовской области. Алексей Владимирович, хотелось бы узнать у вас, что вас заставило надеть кимоно несколько дней назад и поучаствовать в мероприятии, организованном Александром Ивановичем? Лично меня, в общем-то, как бы заставило надеть кимоно, наверное, правильно будет сказать, плановая сдача этапного экзамена на следующий пояс. Следующий это какой? Ну, сдавал я на желтый. Вот. И как бы тут ничего такого, что там меня заставило, не заставило. Плановое мероприятие, в общем, со временем человек, когда подходит к тому или иному испытанию, готовится к нему и в конце концов в назначенный срок сдает. Поэтому для меня ничего нового-то, в общем-то, не открывалось. Единственное то, что нас, в общем-то, заставляло более трепетно подходить к подготовке, вот наличие Александра Ивановича, потому что в нашем виде спорта это действительно как бы знаково, почетно, эпохально, ну вот так вот можно в превосходной степени говорить. И, конечно, заставляло так вот внутренне где-то содрогаться, не побоюсь этого слова. Волновались, да, Алексей Иванович? Александр Иванович, вопрос, конечно, к вам. Если мы не ошибаемся, в Тамбове вы не были уже 4 года. Какие изменения вы отметили? Ну, прежде всего, меня шокировал сам город. Так. Скажу честно, потому что вот я 4 года был назад, город как бы начинал так вот строиться, развиваться, но меня поразило вот огромное количество восстанавливаемых церквей, то есть пейзаж совсем поменялся города. И сами эти улицы, по которым я ехал, раньше была одна центральная улица, вот, как бы, так приведена в полный порядок, а так как мы ехали вот на сборы, там я уже помню дорогу, но я уже сразу заблудился, потому что практически весь город... Не узнать город. Да, не узнать, отреставрирован, чисто и очень так как бы нарядно все выглядело. Что касается, наверное, подготовки ребят, что-то изменилось? Да. Хотелось узнать, да, вообще, действительно, уровень-то вырос спортсменов тамбовских? Ну, 4 года как бы не было, но мы же общаемся постоянно, у нас же проходят и плановые мероприятия, конечно. Мы встречаемся на летних, на зимних школах, встречаемся на наших, которые проводим Федерация первенства, юношей, юниоров, на взрослых турнирах. То есть у нас общение-то идет постоянно. Ну, хотелось отметить то, что с образованием детской спортивной школы, то есть на российском уровне Кёкусинкай Тамбов стал более заметен. У вас очень появились хорошие юноши, юниоры, которые вот сейчас в России стали чемпионами, и поэтому уровень тамбовской организации очень возрос. И вообще у вас такая очень организация тамбовская, она очень такая динамичная, поэтому когда ребята приезжают на сборы, всегда, где мы встречаемся, то есть всегда ждут как бы с таким вот удовольствием тамбовскую команду, потому что она и задорная, веселая, и как бы так вот поднимает настроение всему мероприятию. Алексей Владимирович, с чего началось ваше увлечение Кёкусинкай? Помните вы, кто вас привел впервые в секцию? Знаете, и как удалось, да, пронести вот это вот через всю жизнь, хотя сейчас забот немало, которые могли бы отвлечь? Вообще, мое первое знакомство с Кёкусинкай было где-то, наверное, в 88 или 89 году в училище. Вот. И, в общем, приехал товарищ, который занимался, я уже не помню, кстати, фамилию, имени, но приехал с Польши и как бы вот перед нами, тогдашними курсантами, демонстрировал, что такое каратэ Кёкусинкай. Но самое, наверное, яркое впечатление у меня тогда сложилось от физической кондиции человека, потому что, в общем-то, Кёкусинкай строился, в общем-то, на физической готовности человека к вот таким серьезным нагрузкам, в том числе и ударным, и так далее, и так далее. Хотя мы в то время были люди крепкие, подготовленные, сейчас мы уже так вот, в общем-то, возраст сказывается, а в то время как бы, ну, очень крепкие были. И даже по нашим меркам человек, который был в 2 раза старше нас, делал такие вещи, которые, в общем-то, впечатляли. Потом, в общем-то, ну, как бы особенность воздушно-десантных войск вела в сторону рукопашного боя.
Вот. И длительное время, в общем-то, я с Киокусинкай не пересекался. А потом уже, в общем-то, на определенном этапе, оставив службу в рядах вооруженных сил, я все-таки решил как бы вернуться к тому, с чего начинал, и как бы... Но вы не пропускаете тренировок. А? Не пропускайте тренировок сегодня. Ну, не пропускаю. Смысл прихода в спорт, или как бы, ну, больше физкультура, ну, пусть больше, сказать. Да, уже, там, на себя. Если ты бываешь раз по пятницам в 2 года, то, ну, наверное, это никакой роли не играет. Именно смысл в регулярных занятиях. И когда вот уже при поддержке президента Федерации Тамбовской Александра Анатольевича Меркулова начал заниматься, опять же, с АЗОВ, со всего постепенно, всего, ну, вместе с маленькими детьми, как бы не стесняясь этого. Ведь важно не в том, что ты чувствуешь, стоя рядом с детьми, как это взрослый дядя с маленькими детьми. Важно то, что ты для них олицетворяешь. Если ты не стесняешься, уже взрослый человек, как бы у меня дети старше их, да, как бы заниматься этим, и для них это действительно пример, ты видишь, как они к этому тянут, значит, ты занимаешься не зря. Уже от того, что ты получаешь, не столько важно, насколько дети от тебя получают. И как бы в этом плане очень, в общем-то, приятно заниматься. Хотя вот многие и как бы стесняются своего перехода именно в такие виды спорта. На самом деле карате это не просто вот, как бы в понимании общественности, просто драка. Это целая философия, отличнейшая физкультура, психотехника, постановка дыхания, ну и так далее, и так далее. Александр Иванович, а как часто тренируетесь вы? Расскажите нам. Ну, это моя работа, да. Поэтому я как бы... Ведь долгое время для меня карате было увлечением. И вот как бы я начал заниматься карате, когда был студентом в Польше. Это начал с 69-го года, мне было 19 лет. А потом у меня всегда был как любитель. Я приехал в Россию, организовал секцию. Вокруг этого крутились как бы мои друзья, которых я учил, им нравилось. Тогда это запрещалось? Тогда не запрещалось. Или нет? Тогда никто об этом не знал, поэтому никто не запрещал. Понятно, так. Вот. Ну и особо не поддерживал, наверное. А в нашей стране как бы все делают энтузиасты, потом уже замечает государство. Потом как бы я продолжал работу, я 8 лет потом проработал за границей, занимался научно-технической пропагандой, но продолжал заниматься карате как любительство. А параллельно всегда поддерживал отношения с Россией, с ребятами. Вот. Я проводил, когда приезжал в отпуск, проводил сборы. Их старался приглашать на международные мероприятия, которые проводились в Польше. Вот. А потом карате как бы закрыли. И как бы все мы ушли под поле. Где-то лет 6 вообще приходилось заниматься в лесу. Но я не бросал это увлечение. Было бы много перипетий, все так сразу так не расскажешь. А потом, когда в 89 году была перестройка и потепление, вот мы тогда как бы собрались, есть энтузиасты, которые продолжали нелегально заниматься карате. И тогда мы создали уже легальную федерацию. И уже с 90-го года мы получили признание Госкомпорта Советского Союза, и тогда уже карате Киокусинкай появился как вид спорта. Вот с того времени мы уже занимаемся официально. А вот на сборах действительно такой особенностью является, да, то, что взрослые вместе с детьми, все вместе. Почему так сделано, для чего так сделано? Вообще, как проходят в основном сборы, то есть сколько дней это и что собой представляет вот эта школа ваша? Потому что все говорят о Киокусинкай вообще, о том, что это вид спорта. Нет, это боевое искусство. Это боевое, нет, да, именно это боевое искусство для тех, кто знает. А боевое искусство предполагает школу. То есть, когда люди занимаются боевым искусством, они изучают базовую технику, применение этой базовой техники, потом изучают технику в самообороне, занимаются методиками совершенствования своей техники, то есть тела. И вот когда мы стали уже общаться с Международной федерацией более тесно, вот эти все секреты, которые мы даже не знали, нам как бы наши друзья, партнеры все это раскрыли. И поэтому сейчас уже, приходя заниматься в федерацию, у нас как бы есть 2 направления. Первое направление – это школа, которая лежит на мне, вот я как бы поддерживаю ее, слежу за тем, чтобы пояса соответствовали, потому что каждый пояс говорит о том, насколько человек постигает школу, именно вот эти вот базовые элементы, которые связаны с боевой традицией и все остальное, да. И плюс еще есть параллельно люди, которые у нас председатель Федерации Андрей Бураун занимается именно спортом. Это организация соревнований,
получение званий, мастеров спорта, все остальное. Поэтому у нас является как бы такие две структуры. Первая структура, которая даются пояса, начиная с ученических до черных. А вторая структура, когда ребята, имея пояса, уже начинают выступать на соревнованиях и получать еще звания. Мастер спорта международного класса. И у нас же в федерации 4 заслуженных мастера спорта. Но это высшее звание в спорте у нас в России. Да. Следующий вопрос у меня есть про девушек. Я так всегда отличаюсь такими вопросами. К обоим гостям. Одна из участниц сборов сказала, что пошла в кёкусинкай карате, потому что вокруг много плохих людей, нужно уметь обороняться. Вот как вы считаете, насколько это искусство, боевое искусство, нужно девушке? И второй вопрос. А можно ли считать во многом декоративное сегодня искусство карате действительно искусством самообороны? Алексей Владимирович, наверное, с вас. Если кратко. Как искусство самообороны, карате взято на вооружение многими спецподразделениями мира, даже не только России. Поэтому говорить о декоративном значении карате, наверное, уже не приходится. И те, кто занимаются по-настоящему карате кёкусинкай, они прежде являются адептами именно боевого направления. Мне кажется, разные карате здесь имеется в виду. То есть в школе ребяткам одно карате преподают, а уже спецслужбы изучают немножко другое карате. Наверное, не так. Все изучают базовую технику. Базовая техника в любом случае завязана на выполнении тех или иных боевых элементов именно для защиты человека. И если говорить, нужно это девушкам или не нужно, почему нет? Дочку вы отдали бы? К сожалению, дочки нет, а так, если была бы дочка, внучка будет, внучку отдам. Обещание. Александр Иванович, ваше мнение. Во-первых, когда образовалась карате кёкусинкай, это было одно из самых жестких. Карате кёкусинкай это не чистое карате японское, а оно было создано Мусата Саямой как сбор лучших элементов с различных видов боевых искусств. И поэтому в карате кёкусинкай присутствуют элементы японских единоборств, китайских, корейских. И поэтому такой это стиль как бы конгломеративный. Второе, что выдвинул Мусата Саяма, создавая карате кёкусинкай, что многие виды были как бы декоративные карате, которые как бы не контактировали, не давали возможность померить руки, ноги, это вот уязвимое место. Да, и поэтому считалось так, что когда карате занимались, что любой удар это смертельный. И поэтому говорят, если смертельный удар, то бить нельзя. И первое время, когда карате кёкусинкай развивалось, разрешены были все удары. Били локтями в голову, били кулаком в голову, били ногами в пах. Были все удары разрешены. Тогда просто произошли люди и сказали, учитель, если мы так будем дальше заниматься, то никто у нас не выживет. Где же будут чемпионы? Да. Тогда Яма придумал новое правило, когда люди могут помериться силой. И вот когда можно бить полностью руками в тело, ногами только в голову, потому что ногами в голову попасть трудно, защищаться. И эти правила оказались очень такими живучими, которые как бы стимулировали огромные тенденции к развитию тела человека. И поэтому сейчас уже всемирно признано, что бойцы кёкусинкай отличаются огромной физической подготовкой. И даже многие, которые занимаются боевым искусством, даже бьют в голову руками, и когда говорят, давайте поделимся по правилам кёкусинкай, говорят, нет, мы не хотим драться, когда голыми кулаками будут бить тело. Это специальная подготовка. И многие мастера уже боевых искусств признали, что стиль кёкусинкай является самой такой оптимальной базой для старта в любом профессиональном единоборстве. То есть готовятся хорошо удары ногами, ставятся хорошо удары руками. Но то, что мы деремся по таким правилам, которые не запрещают удары в голову, в принципе, это дает возможность нам щадить учеников, которые дают возможность развиваться физически, морально, интеллектуально, а не травмируя свою голову. И мы за это за это боремся, чтобы. То есть такая тенденция сейчас в мире, чтобы все время ужесточать карате. Но я считаю, что это люди выходят на уровень, когда мы запрещаем собачьи бои, где собаки дерут друг друга, а разрешаем бои, где люди убивают друг друга на глазах других людей. Я считаю, что это антигуманно. Что касается женщин в карате, то есть долгое время Аяма запрещал женщинам заниматься. Но так как у нас мир развивается, женщины все больше и больше завоевывают мужские профессии, интересы пытаются. Женщина поднимает штангу, женщина борется. И тогда Европа первая начала такое движение женское. А потом уже Япония признала, сейчас в Японии тоже женщины занимаются карате. А в качестве самообороны, то есть карате показало себя, что как карате вообще вышло на российский уровень. Потому что в структурах тогда КГБ
были случаи, когда брали иностранных шпионов, даже одну женщину, и женщина практически как бы победила группу захвата. Троих людей, которые брали, она их вывела из строя. И случайно удалось их как бы задержать. И таких случаев было несколько. Тогда у нас как бы руководство КГБ заинтересовалось. А почему так происходит? Что это за вид такое искусства боевого? И тогда так получилось, что мне пришлось одним из первых делать обязательное выступление перед руководством комитета. Мы показывали карате перед генерал-полковником Пирожковым. И после этого как бы Андропов разрешил развитие карате в наших силовых структурах. И первый зал по изучению карате был на базе Кёкусинкай, он был в Динамо, был открыт специальный зал, где первые инструктора, которые занимались рукопашным боем, изучали карате. Потом уже карате приняло другое направление, стала школа Дю Симон, которые как бы практиковали как бы боевые службы Кубы, которые проявились в боевых действиях. Там были уже элементы с оружием, с автоматом, с ножами. И поэтому уже как бы карате как спортивное такое единоборство и боевое искусство было отодвинуто в сторону, а на вооружение было взято это искусство Дю Симон. Мне хотелось вот о чем спросить. К нам приходят разные спортсмены в эту студию, и многие говорят, вот с карате-то у нас проблем никаких нет. В каждой школе есть секции, и такое ощущение, что их поддерживают все, и, соответственно, если у нас глава города поддерживает карате, а вот другие виды спорта, нет ли перевеса в сторону карате в ущерб развитию других видов спорта? На самом деле, я бы так не ставил вопрос. У нас готовится сейчас крупное мероприятие. В общем-то, мы пришли к выводу, чтобы нивелировать такие как бы отстранения от основного развития. В общем-то, планируем объединить все наши спортивные федерации в единый союз спортивных федераций, чтобы, в общем-то, сообща вырабатывать те направления, как развивать те или иные виды спорта. Если говорить вообще о тамбовских школах, вы знаете, что у нас очень сильная школа бокса, очень сильная школа борьбы, дзюдо, самбо, вольники, как бы в нынешнем понимании греко-римская это Олимпийский резерв, который готовит. Олимпийский резерв, да. Остальные, если не в резерве, значит особо. Очень серьезно сейчас развивается футбол. Вы тоже знаете, как мы подходим и к подготовке детей в Академии футбола, и как развивается сейчас тамбовский «Спартак». Нам сегодня нужно объединить все усилия, понимать, как распределять средства между теми или иными направлениями, потому что зачастую есть, я не хочу говорить, федерации, которые только декларируют свои желания на выход, не давая ничего в ответ. Если мы возьмем бокс, у нас есть призер чемпионата Европы. Если мы возьмем карате, у нас есть чемпионы России. Это наша тамбовская школа, это заслуга тех людей, которые в условиях ограниченного финансирования изыскивают средства и возможность готовить детей, людей для того, чтобы спорт развивался. А есть виды спорта, которые просто рассказывают, что я люблю спортом заниматься, а результата нет. Почему так складывается, что в некоторых регионах бывает несколько федераций? Вот, например, у нас, точно в Тамбове есть 2 федерации Кёкусинкай, и они приходят и говорят, мы федерация. Нет, мы федерация. Нас поддерживает глава, а у нас столько-то результатов. Как так складывается? И вы знакомы с такой ситуацией в других регионах? И что в этом случае делать? Как человеку понимать, какая из этих федераций, общественных, казалось бы, организаций, больше ему дает, гарантий? Понимаете, в чем дело? Вопрос очень интересный. Вы говорите, администрация поддерживает федерацию. Да. Но у вас немножко, мне кажется, такое понятие, такой растяжимости. Вы должны знать, что, в принципе, наша федерация, даже в Тамбовской области, особо не поддерживается. Она имеет детскую спортивную школу, и там есть отделение Кёкусинкай, которое финансирует так же, как другие виды спорта. Родители отправляют детей на соревнования. То же самое также, за свои деньги. Но здесь вопрос такой, что как федерация работает, как умеет работать с родителями, как она умеет работать с людьми, как она вокруг себя людей объединяет. Это большое дело, это очень много зависит от тех людей, лидеров, которые возглавляют организацию. Наша федерация, Российская федерация, мы возглавляем 58 регионов. Если я вам скажу, какое финансирование мы получаем в год, вся ассоциация Кёкусинкай России получает 400 тысяч в год. Это даже вообще, лучше бы она ничего не получала. Лучше бы ничего не получала, я называю цифру, которая есть реально. Наша федерация, мы еще, у нас есть партнерское отношение с Ямбурггаздобыча, Газпром,
который нам помогает тоже небольшими деньгами на свою работу. Остальная вся работа делает за собственные средства. Я до сих пор еще являюсь все время был кадровым работником федерации, то есть был в штате. Да, сейчас я пенсионер, я многие вещи делаю за свой счет. То есть тоже нахожусь на хозрасчете. Все зависит от личности, правильно, которая Потом мы же федерация наша, которая не финансируется государством. Мы делаем методические материалы, у нас выпускается журнал, мы выпускаем фильмы. А те федерации, которые получают деньги от государства, у них ничего этого нет. Это не парадокс? Парадокс. А какие у нас получают деньги от государства? Хоккей, футбол, борьба, олимпийские виды спорта. Они получают такие деньги, что если бы нам получали такие деньги, развивались совсем же по-другому. У нас государство финансирует сейчас только олимпийские виды спорта. Остальных видов спорта для государства не существует, к сожалению. О котором занимается огромное количество детей, молодежи, и которые стараются совершенствоваться. А карате Киокусинкай у многих прям на духу, некоторые федерации Киокусинкай название не переносят. Потому что многие дети, вместо того, чтобы идти в олимпийские виды спорта, идут заниматься Киокусинкай. Вот оно в чем дело. И поэтому получается парадокс. А почему возникает? Потому что им интереснее заниматься тем, что мы предлагаем, тот продукт, те методики, ту технику, те соревнования, чем то, что предлагает Олимпийский комитет. Но теперь говорить про виды Киокусинкай. Вот даже в Тамбове у вас несколько организаций, а люди, которые представляют те другие организации, они же все вышли из нашей организации. И вообще все Киокусинкай в России, оно вышло из нашей организации. Когда мы в 1989 году создали Федерацию Киокусинкай России, после этого все люди, потом, когда была единая международная федерация, когда жил Масутацу Аяма. Когда Масутацу Аяма умер, мировой Киокусинкай развалился на международной организации, и каждый человек, эта международная организация, стала искать посредников у себя здесь в России. Вот такая конкуренция даже федерации сегодня, она на пользу идет или такого не должно быть? Должна быть одна единая федерация каждого боевого искусства. Вот сейчас мы создали все федерации Киокусинкай, которые ведут серьезную работу. Мы все объединились в ассоциацию Киокусинкай России. Вот такое объединение уже потом, после этого развала, который произошел, это все сейчас встало на место. Но с другой стороны, каждая федерация, которая существует, она проводит свои чемпионаты мира. Волей-неволей мы имеем свое лицо. Каждая федерация, те лидеры, которые возглавляют, даже те японцы, после развала, после смерти Масутацу Аяма, все создали свои силы. Они поменяли технику, они создали новые ката и проводят аттестацию по своим правилам. И поэтому то же самое существует. И поэтому люди, которые приходят заниматься Киокусинкай, должны выбирать то, что они хотят, с кем им интересно общаться, заниматься, какую программу представляет эта организация. И поэтому, естественно, да, люди приходят, даже иногда не знают куда. Мы не можем сказать, кому чем нравится. Ведь часто люди идут не на организацию, а на тренера, который ведет занятия. Да. И поэтому здесь человек должен иметь свободу выбора. И на настоящее время такая свобода выбора существует. Будем надеяться, что когда Александр Иванович приедет в следующий раз в Тамбов, он обязательно еще изменится чуточку в хорошую сторону. И вот верим в это, да? Главное, чтобы не через 4 года. Поэтому я, наверное, знаете, от всех тамбовчан, особенно от спортсменов, хотел бы вручить вот такой символический подарок Александру Ивановичу на память о нашем А что там городе. отмечено на карте? На карте отмечены знаковые, в общем-то, здания нашего города, которые, в общем-то, чтобы не потерять их точно. Чтобы Александр Иванович почаще открывал, говорил, мне надо в Тамбов. Туда. Тут, начиная от железнодорожного вокзала и заканчивая дворцом бракосочетания. Есть все. Так, на всякий случай. Поэтому всегда ждем, Александр, разрешите от лица всех нас вручить вот это на память. И, в общем-то, выразить огромную благодарность за развитие спорта в нашей стране и в Тамбовской области, в городе Тамбове в частности. Спасибо огромное, и мы будем развивать не только карате Киокусинкай, вообще наш спорт, физкультуру, делать, чтобы наши дети росли крепкими, здоровыми и правильными. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, что нашли время для этого интересного и важного разговора. Мне приятно, что когда руководство области заинтересовано в развитии и понимание, что, в общем-то, главное заниматься, а результат сам будет потом появляться. Спасибо большое. Благодарим за участие в программе Александра Ивановича Танюшкина, президента, основателя Федерации Киокусинкай карате России, и Алексея Владимировича Кондратьева, главу города Тамбова. Это была программа «Ничего личного». Все выпуски нашего проекта вы найдете на сайте tambov.me. В студии были Татьяна Ворошилина и Екатерина Хара.
Спасибо, что сегодня составили нам компанию. Увидимся, как обычно, в 18:30 на телеканале СТС.